правительству Дагестана. Если мы проиграем, нас депортируют. Если то сумма и моральный ущерб, и материальный ущерб мы не просим. Хоть, например, по-человечески, чтобы хотя бы здесь какой-нибудь дом. Урожаю вам большое спасибо. Все мне. Спасибо. Армянцы и дагестанцы все. Мы все одни народы, мы вообще хорошо. И там как раз моим словам наш уважаемый Бекмурза Бекмурзаевич пишет, что этих рахубинцам очень азербайджанские власти вытворяют. А наши дагестанские абсолютно без внимания оставляют. Ноль внимания. Сделали так наши дагестанские власти, чтобы не попал к российским каналам. Это мы все видим. Неужели вот кого нету таких чувств, что народ вот так разделена от семьи, от детей? Сколько лет уже вы знаете, уважаемым правительством, никто нам никакого ответа, никакого этого протяжения. И в районных администрациях, и в городских. Единственный имел... Нагмят, прошу подойти сюда. Нагмят, просим подойти. Сыновья депортированы на этой стороне, на стороне Республики Дагестан, не пускают к детям, к вам домой. Вот, переведем. Şimdi Dağıstan'ı Xrax Bakır'a yaşamıştıva Xaçmaz rayon'ya. Çad dinç pozvaşçın Xbat Elmana narahat sıvatçın. Jixürün cehilar in potozgalu çarbor hanıq xfiz guzvaş. Çı izata kore dişeyler haksıztaylı avazva. Çava ekşiz var. Şkoz ayakala salip. Elman çın narahat sıva guzvaş çı dinç yaşayışız. Ziyulda şarikin pürüsporama Elman xtı nıgler başa zırzaz. Cevap bu жез ваш не режиссер Сказал я, что депортируется, даже есть случай 5 месяцев, не пустили его к себе в семье домой, хотя обратились многие инстанции с помощью Бекмурза по национальной политике. Целый день обращаясь, это был субботний день 4 декабря 2010 года. Еле-еле связался он с МИДом службой и пустили его домой после похорон жены. Похоронили жену односельчане, без хозяина, без главы семьи. Разве это правильно? Это не по членцах Рахубы. Просим помочь в решении этих проблем. Это нельзя говорить, что правительство республики со стороны правительства Дагестан тоже оказывало содействие. Это во главе с министром по национальной политике. Этого ситуации в селении Храхба, они в курсе были. И даже первое являлось инициатива помощи нам, жителям селения Храхба. И другие, во всех случаях, когда в тяжелой ситуации оказывался наш народ, я руку помощи, действительно, он, что в его силах, оказывал нам, оказывает и сейчас по нынешний день. Вот. Поэтому не надо говорить тоже о том, что вот власти тоже Дагестана нас вообще бросили. Это нельзя, потому что... Слово для выступления предоставляется Шедирову Эдуарду Гавединовичу. Рахубинцы, земляки, на самом деле здесь на митинге сейчас больше половины все мои родственники, мы все друг другу родственники, мы все выходцы из одного селения Храх Ахтынского района. На самом деле, как я вам говорил неоднократно на встречах, когда приезжал к вам, когда было еще 8-10 лет назад, и в рамках тех выборных кампаний говорил о том, что
что решение проблемы храхубинцев, вот, к сожалению, пока мы сами, храхубинцы, не начнем этим заниматься, кто-то заниматься этим не будет. Конечно же, можно обвинить в том, что власти района Дагестана не занимаются проблемами с одной стороны. С другой стороны, конечно же, сам факт того, что сегодня министр сегодня с нами, я знаю, что Министерство по национальной политике большую работу в этом плане проводило, но надо быть объективными и понимать, что может делать республика, что может делать район и что она не делает. Да, на самом деле, до недавнего времени, пока нас не трогали, нас не депортировали, когда мы могли спокойно проводить там выборы, каждый год мы проводили там выборы, только последние выборы нам пришлось приехать на границу, там организовать голосование. Все было нормально, писали письма, писали обращения, но ничего как бы такого, хотя лишение конституционных прав было изначально, потому что мы как граждане, вы как граждане Российской Федерации, ваше право на передвижение, ваше право на получение информации, ваше право, многие конституционные права, они были затруднены, а иной раз даже лишены этих прав. Ну, конечно же, суть заключается в том, что и республиканская власть, и мы с вами должны понимать одну простую истину, что решение проблемы храхубинцев – это прежде всего проблемы, которые должны решиться на федеральном уровне, на уровне президента страны, на уровне парламента страны. Республика в этом плане что могла сделать, и ваше коллективное обращение, которое было в Народному собранию Республики Дагестан, в бытности президента Мухуги Батовича Алиева, значит, создали парламентскую комиссию, в которую вошел и я в том числе. Но, к сожалению, эта комиссия парламента, вместо того, чтобы выездом на месте рассмотреть этот вопрос, значит, даже ни разу не заседала, значит, написала позорную справку, в котором вам предложили два варианта: либо принять азербайджанское гражданство, либо переехать как бы сами за свой счет на территорию Российской Федерации. Конечно же, я как депутат Народного собрания, у меня было особое мнение, эту справку не подписал глава администрации Велимурадов, и я, два члена комиссии, которые не подписали эту справку. Суть была нашего предложения в том, чтобы мы говорим о том, что, и тогда, обращаясь к Народному собранию, просьба была в том, чтобы ходатайствовать перед страной, перед президентом о том, чтобы рассмотрели этот вопрос, и все-таки та территория, которая с советских времен решением Верховного Совета СССР передавалась РСФСР, а все то, что РСФСР по международному праву перешло правопреемникам России, государства Российской Федерации. И эта часть земли, и этот кусочек земли, и люди, которые там жили, стали жертвой тех преобразований в развал Советского Союза. Ведь когда принимал Народное собрание в 2005 году закон о границах, муниципальных границах муниципального образования, Народное собрание, утверждая границы Магарамкентского района и в границы администрации селения Новоаул, признал эту территорию как территорию, относящуюся к Республике Дагестан. И, соответственно, эта территория является де-факто, значит, юридически сегодня возникает коллизия. С одной стороны, эта территория является территорией Дагестана России, с другой стороны, они считают, что не должно быть анклавов, что это как бы получается по другим законам, что это территория Азербайджана. Но на самом деле есть международный опыт анклавов, и есть статус анклава, когда внутри какого-то другого государства может находиться территория иного государства. Но сегодня именно юридические вопросы, эти вопросы не решены. И здесь новое руководство Республики Дагестан, я неоднократно этот вопрос поднимал и при встрече с президентом Дагестана Магомедом Магомедалиевичем, он полностью понимает, поддерживает то, что, значит, вы должны не оставаться без внимания, но при этом он очередной раз говорил о том, что надо к этому вопросу вернуться и обратиться к руководству страны. Если взять, есть проблема двух вопросов: проблема земли и есть проблема людей, семей и так далее. Вот именно социальные вопросы, которые сегодня вытекают. Если уж проблемы земли невозможно сегодня решить, и там есть проблемы, которые возникают, но уж проблемы социальных людей, которые там проживают, помочь им в том, чтобы вы не были ущемлены, это, в принципе, сегодня вопрос можно решить. И поэтому правильно мы сегодня собрались здесь, и пока вы поймите одну вещь, что пока мы сами тоже не будем эти вопросы поднимать,
объединяться, проводить такие митинги, никто за нас эти проблемы не будет решать. И поэтому мы сегодня в правильном пути, и если мы сегодня обратимся с вами к руководству Республики Дагестан, чтобы она выступила перед руководством страны, чтобы обратили нам внимание этой проблемы, и в принципе не просто подняли проблемы, но есть варианты решения этой проблемы, есть юридические варианты решения этих проблем, которые в принципе можно сегодня решить. И в принципе, вот для этого мы сегодня собрались для того, чтобы обратиться и к руководству Республики Дагестан, и к руководству страны, чтобы наконец эти проблемы решились. И от того, что государство развалило Советский Союз, из-за того, что произошли простые люди, мы с вами не должны страдать. И не должно быть так, что у человека умерла жена, и он не может даже поехать на похороны. Это, конечно же, лишение всех прав конституционных и так далее. Поэтому то, что мы сегодня с вами делаем, это правильно. И в дальнейшем тоже единственное надо понимать, что руководство, есть вопросы федерального видения, это вопрос прежде всего федерального видения. Мы только можем к ним обратиться, чтобы они эту проблему решили. И здесь я обязуюсь, и здесь министр с нами, я думаю, в этом направлении будем работать, значит, и в дальнейшем все факты, которые у вас есть, нужно, я думаю, создать какой-то оргкомитет, который собирал бы все эти проблемы, которые возникают. И если эти проблемы возникают, значит, чтобы мы в текущем режиме вместе с правительством, значит, обращались. Я знаю, что и руководство страны, и руководство республики имеет хорошие отношения с руководством Азербайджана, и ни в коем случае нельзя вопрос ставить таким образом, что Азербайджан и азербайджанцы — это наша дружеская соседняя республика. И те проблемы, которые сегодня возникают, если какие-то чиновники там перегибают в администрации Азербайджана, это не значит, что это государство против нас. На самом деле мы всегда дружно жили с азербайджанским народом, значит, и с азербайджанцами мы добрые соседи, но есть, конечно, чиновники там, которые неправильно себя ведут, и нельзя из-за них просто весь как бы межгосударственный, как бы сделать врагом целое государство. Вот эти проблемы, которые возникают, нужно решить. Мы за дружбу с Азербайджаном, мы за то, чтобы дружно как соседи работать, но те права конституционные, которые наши ущемляются, мы этого делать не дадим. И у меня еще раз к вам просьба, все случаи, которые возникают в дальнейшем, нужно будет все документировать и обращаться. Мы в Махачкале создадим совместно с министерством именно такую, может быть, горячую линию, где будет собираться вся информация, создадим специальный такой орган, который будет содействовать, если надо, привлечем юристов, которые будут оказывать юридическую помощь руководству республики. Спасибо. Hani yaklaşıyız partnerim ki halk oldu mesele biteka. Çaz aman uzulaş. Çaz uzulaş ki çile aman algana han uçak vaktlarda kın ahmet olur. Şunu uşağı lazım. Hep lazım. İyi yaşar lazım. Atkan Gürcistan olsun. Zihni hinisli. Hinefi. Zihada bedel nişana. Hürmetli Farika bedel nişana. زهان در مثلا ترقبون منا. هذا هان زوازق فلا جداش تعمل. زي ما خاش قد يسمي كذا هذا. زهان بس سمي كي شيء غيرتني يحجوا شن يب قايتوش. يب قنات شن سچكدا قلتي. يشان سچكا الله خود كذا. زهان ده قدره. وش لايته. سما تخات واجب في حسابيا. هر تصفر كيتا عنده نفس قط خير زواتش. سما فينا جماعة سستيف كمك شزوا. الله وش كنت خير مجلس واشي اي لا تقولوا زواج هذا مسكوت انا اختن بكل اختن شو سجوا فوق معنا كذا اكتر كمر لا قوا و يما تشاس كمك هي كاستي تشاس فوقاكي هي كاستي كرونا تاجر بشوي بتشخوش امانه مقدر لا قوا تشاس كمك مركز